Қайырлы күн, әріптестер. Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясында Алматы қаласы туризм басқармасының 2023 жылғы қызметінің қорытындысы мен 2024 жылға арналған жоспарлары туралы хабарлайтын боламыз. Біздің кезекті спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Тоқсейітова Ғалия Ерланқызы, Алматы қаласы туризм басқармасының басшысы. Исжанова Ақмарал Нұрашқызы, Алматы қаласы туризм басқармасы басшысының орынбасары. Галина Голдберг, Алматы туризм бюросының маркетинг департаментінің басшысы. Оспанова Гүлден Жетпісовна, Global Air компаниясының бас директоры. Қош келдіңіздер. Сөз кезегі өзіңізде. Ғалия Ерланқызы. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Рада приветствовать вас сегодня здесь. Хотелось бы вам рассказать об итогах деятельности управления туризма за 2023 год и о планах на 2024 год. Следующий слайд. Алматы является крупнейшим мегаполисом и привлекательной туристской дестинацией. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро по статистике за 9 месяцев прошлого года. Согласно данным, общее количество туристов превысило 1,5 миллионов человек. В том числе на 51,5% возросло число иностранных туристов и составило почти 410 тысяч человек. Таким образом, мегаполис стал лидером среди городов Казахстана, принимающих иностранных туристов. За счет увеличивающегося потока туристов мы достигли заметного увеличения основных показателей в сфере туризма. К примеру, налоговые поступления увеличились на 64% и составили 52 миллиарда тенге. Число занятых увеличилось на 11% и составило 78 551 человек. Инвестиции также показали рост на 47,7% и составили 106,4 миллиарда тенге. Можно будет следующий слайд? Спасибо. Если говорить о том, в каких гостиницах больше всего предпочитают останавливаться туристы, то 60% из общего количества туристов останавливаются в 4- и 5-звездочных гостиницах. Это говорит о высоком благосостоянии иностранного туриста. Отмечу также, что топ-5 стран по количеству прибывающих туристов – это Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Индия, Турция и США. Можно будет следующий слайд? На сегодня в мегаполисе у нас 345 гостиниц различных категорий. Подробно вы можете увидеть на слайде. Всего номерной фонд города Алматы составляет 11 454 единицы. Единовременная вместимость гостиничных объектов превышает 21,8 тысяч койко-мест. Следующий слайд. В прошлом году за счет частных инвестиций открыто 4 объекта на 161 место. На сегодня же в городе ведется строительство 23 гостиниц на 3287 номеров. 7 объектов планируется завершить в текущем году. Остальные проекты будут завершены до конца 2027 года. Это позволит увеличить номерной фонд города, а также комфортность пребывания туристов в мегаполисе. Следующий слайд. Одним из факторов, влияющих на уровень потока иностранных туристов, является количество действующих авиасообщений. На сегодня Алмата связан с 42 прямыми направлениями и безвизовым режимом с 82 странами мира. В марте текущего года планируется открытие прямого авиасообщения Алмата и Куала-Лумпур. Одним из ключевых факторов развития въездного туризма является завершение строительства в июне текущего года нового терминала международного аэропорта города Алматы. Общая пропускная способность аэропорта достигнет 14 миллионов пассажиров в год. Таким образом, мы прогнозируем, что количество иностранных туристов в текущем году достигнет 520 тысяч человек. Следующий слайд. На сегодня в целях обеспечения комфортности пребывания иностранных туристов на территории мегаполиса функционирует 8 туристских информационных точек Visit Алматы. По итогам 2023 года справочную информацию в данных центрах получили более 21 тысячи туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их количество возросло на 83% или на 9,5 тысяч человек. Как показывает статистика, больше всех в информационные точки обратились туристы из России, Индии и КНР. Кроме того, в информационных точках раздали почти 8 тысяч единиц полиграфической продукции. Это атласы, арты, брошюры. Отмечу, что всем посетителям предоставлена полезная информация о досуге в Алматы, его окрестностях, рекомендации по местам для посещения, ресторанам, достопримечательностям. Следующий слайд.
Большая работа была также проведена в сфере благоустройства туристской инфраструктуры. Во-первых, были установлены 3 кемпинг-зоны – это Ахбулак, Бао и Манжелка. Также проведено обустройство 12 горных маршрутов общей протяженностью 150 километров. На них установлены новые информационные стенды, указатели, платформы для отдыха, мосты и беседки. Хотелось бы также отметить, что завершили оборудование кабинок в зоне паспортного контроля международного аэропорта Алматы. Теперь туристов встречают приветствиями на 9 популярных мировых языках, в том числе на казахском, русском, английском, арабском, китайском, французском, итальянском, турецком и корейском. В-четвертых, в связи с обновлением 54 информационных тотемов на городских перекрестках мы добавили там маршруты до популярных туристских достопримечательностей. Можно будет следующий слайд, извиняюсь? В свою очередь мы просим жителей и гостей города бережно и аккуратно относиться к объектам инфраструктуры и не допускать фактов вандализма. Также в прошлом году были запущены виртуальные 3D-туры. Теперь бесплатные аудио-видео-туры доступны пользователям в любой точке мира на сайте visitalmaty.kz. Следующий слайд. Согласно запросам туроператоров, для продвижения туристского потенциала Алматы проведено 12 роуд-шоу в городах ближнего и дальнего зарубежья. Также принято участие в 6 крупнейших и значимых международных туристских выставках, таких как в Сингапуре, Париж, Лондон, Барселона, Пекин и Катар. По итогам туроператорами города Алматы заключено почти 500 договоров с иностранными компаниями на отправку 85 тысяч иностранных туристов до конца 2025 года. Следующий слайд. Благодаря комплексной работе в направлении маркетинга Алматы как туристская дестинация привлекает внимание мировой общественности. В начале 2024 года Нью-Йорк Таймс опубликовали список лучших туристских направлений мира, где Алматы занял почетную 25-ю строчку, став единственным городом в Центральной Азии, который попал в данный список. Ведущий британский журнал для путешественников Wanderlust включил Казахстан в топ-24 мест, обязательных путешествию в 2024 году, выделив именно Алмату. Журнал Conte Nast Travel Italia назвал Казахстан одним из самых желанных направлений для горнолыжного отдыха в текущем году и подчеркнул значение в таком путешествии Алматы. India Today, еженедельный новостной журнал, наряду с рядом популярных стран назвал Алматы лучшим направлением для индийских путешественников в 2024 году. А горнолыжный курорт Шамбулак официально установил рекорд Гиннесса в номинации «Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире». Его также признали лучшим горнолыжным курортом СНГ по версии Ski Business Awards. Мировые СМИ и рейтинги отмечают также алматинский гастрономический опыт. Ресторан «Нео» номадской кухни «Аул» номинирован на премию Building of the Year 2024 в категории «Архитектура гостеприимства». А ресторан Тойра вошел в список мест для посещения, также рекомендованных Нью-Йорк Таймс. В текущем году мы начинаем переход от количественного потока к качественному. То есть маркетинговая стратегия направлена на привлечение Алматы платежеспособного туриста из таких стран, как Ближнего Востока, Европы и Азии, соединенными прямыми авиасообщениями. Проводимая работа по маркетинговому продвижению как туристской дестинации на международном рынке способствовала повышению спроса прибытия туристов в Алматы. Согласно данным нашего партнера MasterCard, в первом полугодии текущего года ожидается 30% рост пассажиров, прибывающих в Алматы. Авиакомпаниями увеличивается частота рейсов и вместимость авиалайнеров. По итогам 2023 года аэропорт Алматы обслужил 9,5 миллионов пассажиров. Уже в текущем году ожидается, что пассажиропоток превысит 10,5 миллионов человек. Отмечая планы управления на текущий год, хотелось бы отметить 3 направления. Во-первых, будет продолжена работа по улучшению и развитию туристской инфраструктуры, в том числе установлены новые кемпинг-зоны, обустроены дополнительные тропы. Во-вторых, особое внимание будет уделено мероприятиям в рамках статуса Алматы как культурной и туристской столицы ШОС, в том числе в рамках объявленного года туризма Казахстана в Китайской Народной Республике. В-третьих, продолжится работа по повышению квалификации сотрудников туристской отрасли. Это позволит повысить уровень профессиональной компетенции и развить коммуникативные навыки. Благодарю всех за внимание. Мы готовы перейти к сессии вопросов и ответов. Благодарю вас за представленную информацию. Далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Құрметті бақ өкілдері, енді біз сұрақ жауап бөліміне өтетін боламыз. Регламент бойынша спикерлерге тақырыпқа қатысты сұрақ қоюларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар.
Первое слово предоставляется журналисту Тенгринюс Кизет. Келесі сөз кезегі Алматы ақшамның журналистіне ұсынылады. Очередное слово предоставляется журналисту «Вечерней Алматы». Добрый день. Количество туристов за прошлый год достигло 2 миллионов человек. Сколько туристов ожидается в этом году и на какие показатели вы опираетесь при составлении прогнозов? Еще раз добрый день, спасибо большое за ваш вопрос. Как мы видим, за последние годы мы отмечаем в Алмате положительную динамику увеличения количества туристов. В текущем году мы планируем увеличение туристов не менее чем на 10%. Это обусловлено рядом факторов, таких как завершение строительства нового терминала пассажирского аэропорта. Это также международные мероприятия, о которых мы говорили, это в рамках ШОС и Года туризма Казахстана в Китае. И также это одно из главных факторов, это наша маркетинговая программа, которую мы ведем. Спасибо большое. Есть ли среди программ развития туризма программы, направленные на поддержку местных предпринимателей и создание новых рабочих мест? Вообще, сколько человек у нас в городе занято в туристской отрасли? И, может быть, есть информация, сколько рабочих мест благодаря этому создано? Большое спасибо за вопрос. Но основным документом, которым руководствуется город, это программа развития города Алматы на 2025 год и среднесрочной перспективы до 2030 года. Одним из приоритетных отраслей как раз-таки там отмечен туризм. И, как я уже говорила в своем докладе, за 9 месяцев прошлого года в сфере туризма занято порядка свыше 78 тысяч человек. Для создания новых рабочих мест у нас проводится совместная работа с инвесторами по реализации инвестиционных проектов. К примеру, вот 23 гостиницы, которые на сегодня строятся, создадут по итогам 1500 новых рабочих мест. Также хотелось бы отметить, что по показателю занятости в сфере туризма город Алматы занимает также лидирующую позицию среди всех городов Республики Казахстан. Спасибо. Тағы да сөз кезегі Алматы ақшамның журналистіне беріледі. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым туризм саласының өкіліне болып тұр. Алматыда іскерлік туризм дамытудың болашағы қандай? Сыртқы туризм бойынша осы мәселені айтып берсеңіз. Сосын екінші сұрағым, ішкі туризм дамытудың перспективасы туралы болса, оған қандай шаралар қабылданып жатыр? Осы туралы айтып берсеңіз. Сәлеметсіз бе? Рахмет сіздің сұрағыңызға. Бірінші сұраққа келетін болсақ, ағымдағы жылдың соңына қарай жалпы туристердің саны кемінде 10%-ға өседі деп болжамдалуда. 2023 жылы ішкі туристер саны 500 мыңға жуық жетсе, кешірім өтінемін, сыртқы туристердің саны 500 мыңға жуық жететін болса, ішкі туристердің саны 1 миллион 500 мыңды құрайды деп болжамдап отырмыз. Осы 24 жылы осы сан 10%-ға өседі деп болжамдалуда. Және де болжам бойынша келесі факторларға бұл негізделген. Біріншіден, Алматы қаласында 2024 жылы маусым айында халықаралық жаңа терминалдың ашылуы бұл туризмді дамытудың негізгі маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Және жалпы сыйымдылығы 14 миллионға жетеді деген болжамда. Екіншіден, бұл біздің халықаралық іс-шаралар өткізуі. Үшіншіден, Алматы қаласының Шанхай ынтымақтастық ұйымында болуы, және де Алматы қаласының және де Қытай Халық Республикасының Қазақстан туризм жылының болуы. Можете дополнить по первому вопросу, Гүлден Жетпісбаева?
Всем добрый день, меня зовут Гульден. Я здесь представляю именно туристический бизнес-сегмент, и в этом отношении я бы хотела выделить именно в первую очередь те аспекты, которые как раз озвучила Галия Ирлановна, то есть это в частности, в первую очередь, да, то есть то, что она отметила. Алматы на сегодняшний день, он, грубо говоря, он упакован уже туристами, да, то есть мы все это видим, мы ходим в рестораны, очень трудно забронировать отели и прочее. А сейчас у Алматы это практически единственный город, единственная дестинация Казахстана, которая теперь может перейти ко второй фазе. То есть именно акцент на платежеспособного туриста, то есть не, в принципе, должен быть акцент не на просто количество туристов, которые посетят наш город, а именно на его качество. То есть те туристы, которые хотят потратить в нашем городе больше денег, и чтобы у него были эти возможности. Это, естественно, другие рынки. В первую очередь, это рынки Европы, Юго-Восточной Азии. И в этом отношении мы, как туроператор по въездному туризму, мы делаем очень много. То есть мы, естественно, посещаем международные выставки для того, чтобы найти и создать вот эти вот B2B контакты. Мы, естественно, посещаем тех потенциальных клиентов, которые мы, скажем, в странах Европы, с которыми мы познакомились во время выставки, то есть мы их посещаем уже в их офисах для того, чтобы подробнее рассказать про свои продукты. Вот. Ну и, естественно, после того, как, я надеюсь, произошел контакт, то есть данные туроператоры захотели продавать Казахстан и Алматы в качестве своих турпродуктов, они присылают своих туристов. И здесь, конечно, наша задача как туроператора максимально сделать все для того, чтобы туристы уехали из города Алматы с шикарными впечатлениями, с таким вау-эффектом. Может быть, я говорю слишком много, но просто это даже не работа, это наша жизнь. Спасибо. Благодарю за данный ответ. Екінші сұрағыңызға келетін болсақ, ішкі туризмді дамытудың әлеуеті қандай? Перспектива бар. 2020 жылдың 9 айында Алматы қаласына 1.100.000 туристен астам адамдар келді. Өсім пайызы бойынша 8,4%. Жалпы республика бойынша санағанда ең жоғарғы көрсеткіш 20,4%. Алматы қаласы туристер үшін тау шаңғы курортымен, өзінің тамаша табиғатымен, көп мәдениеттігімен, гастрономиясымен ерекше бағдарламалармен тартымды, және де Алматы қаласында көптеген фестивальдар, және де тарихи мәдени көрікті жерлер, гастрономиялық тәжірибе, қалада көптеген мейрамханалар бар, сатушылар, солардың барлығы жаңағы ішкі туризмді тартуды тартымды болды. Көп рахмет. Галия Ирлановна, подскажите, пожалуйста, каковы перспективы развития экологического туризма в регионе и какие шаги предпринимаются для сохранения природных ресурсов? Спасибо большое за вопрос. Если говорить об экологическом туризме, да, то здесь невозможно не отметить уникальное месторасположение Алматы. Это у подножья гор, где в течение 20 минут вы можете оказаться в горах. В связи с чем мы проводим ежегодную работу по обустройству горных маршрутов, создание кемпинг-зон, полностью используются там натуральные, соответствующие всем стандартам материалы. Работа проводится с учетом антропогенной нагрузки на маршруты. Также хотелось бы попросить гостей и жителей нашего города бережно относиться к инфраструктуре и не оставлять за собой мусор. Спасибо большое. Спасибо за данный ответ. В завершение хочу спросить у коллег, остались ли еще вопросы?
Если нет, то на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтарыңыз тәмам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, рахмет үлкен.